Я смотрел видео, где ты выступаешь, и вот пару моментов меня заинтересовало, и я хотел как бы вот... Зенит, вообще это арабское слово, нужно сразу сказать. Арабское слово происходит. Назрани, к примеру, в Назрановском районе в один день праздновали Рамадан, а в Сунжинском районе, Малгобекском районе в другой день. К большому сожалению, было очень обидно, когда, но если солярный знак смещен относительно центра, вниз, да, это смещение должно отражаться в тексте закона. Ильяс, приветствую. Машуал, ассаламу алейкум. Валикум салам, Машу, приветствую всех. Хочу представить своего сегодняшнего гостя. Это Ильяс Назирович Беков, учитель из села Кантышева, школа номер 1, если я не ошибаюсь. Я связался с тобой и попросил тебя прокомментировать, и тебе большое спасибо за то, что ты выделил это время. Я смотрел видео, где ты выступаешь, и вот пару моментов меня заинтересовало, и я хотел как бы вот поговорить об этом вот досконально, в подробностях, вот в точностях, в деталях, может быть, как угодно. Ты путем математики, ну, в принципе, это не открытие, не изобретение, но в любом случае для нашей широты, для нашей местности ты определяешь с помощью солнечных часов точное время именно дневного намаза. Именно дневного намаза, который, в принципе, всегда бывал спорный. Кто-то там на 5 минут раньше считает, кто-то на 10 минут позже считает. И вот эти разногласия были, и ты, я так понимаю, тобою двигала вот эта вот несправедливость в этом плане. То есть все-то не могут быть правы, раз это разность времени. Кто-то из них прав, а кто-то не прав. И чтобы вот это вот место как бы урегулировать, и пришло такое вот сплочение в этом плане, объединение, ты придумал вот эту вот возможность определения времени дневного намаза. Как на это отреагировали? Кому ты с этим обратился? Какие комментарии к тебе были? Кто тебя поддержал? Кто тебя не поддержал? Обращался ли ты в вышестоящие органы? Как дальше развитие ситуации было? События как развивались? Ну, вообще, начну с того, что в математике одним из древнейших ее разделов является наука о солнечных часах. Гномоника, так называется. Слово гномон. Гномон – это значит указывающий тень. Ну, это вертикальный шест, который указывает тень, это гномон. Так вот, это математика, так? Но занимаясь параллельно также изучением вопроса времен молитв, они соприкасаются. Потом я поднял историю, то есть средних веков, когда мусульманские ученые определяли времена молитв, как они это делали, мне стало вот все интересно. И выяснилось, что тысячи лет до того, как появились приблизительно 2-3 века назад появились механические солнечные часы, до этих пор в каждой мечети стояли солнечные часы, по которым определялось время обеденной и послеобеденной молитвы. То есть Малхмузламаз и Белкламаз и Малхмузламаз, по-имушки говорят. Или Зухр и Аср по-арабски. Так вот, дело в том, что действительно, вы правильно сказали, Назир, что там нет никакого изобретения. Просто я оживил хорошо забытое старое. Вот и все. Мне пришлось изучать эти чертежи, находить вот эти вот труды, в которых описана схема черчения такого циферблата, по которому можно было бы определять времена молитвы. И как должен быть установлен вот этот вертикальный шест. Вот в книгах по фикху, по определению времен молитв, четко указано, каким образом все это надо делать. Это настолько забытая традиция, что
многие как-то немножечко, конечно, отнеслись к этому, ну, с опаской, что ли. У нас все новое, хотя это и не новое, это забытое старое, как сказать. Все новое как-то немножечко на штыки воспринимается. Хотя бы отчасти потому, что люди этого не понимают. Но сразу скажу, спешу сказать, что тут используется не такая какая-то сложная, какая-то высшая там или запредельная математика, а очень даже элементарные способы определения вот этих вот линий на циферблате солнечных часов. Так вот, по просьбе некоторых алимов Ингушетии, наших уважаемых алимов, они знали, что я занимаюсь этой проблемой солнечных часов. Но для них, то есть любой алим у нас сможет в определенный день, умеет, они читали эти книги, да, по определению времен молитвы, они могут это сделать на определенный день. То есть установить шест, начертить определенные линии, как сказано в книгах. Но сконструировать такой циферблат, который на весь год был бы постоянен, то есть не надо было никаких дополнительных измерений делать, а уже на весь год он работал бы. Вот такой вот гаджет, так скажем, да. Вот это, конечно, для них проблема, потому что для этого нужно было знать математику. Короче говоря, после этой просьбы я принялся. Я сделал макет, небольшой макет. Сейчас это легко сделать с помощью, ну, в общем, с высокой точностью можно сделать. И на этом макете объяснил, начиная от того, что такое зенит. Что такое зенит, изучают в школе, как ты в прошлый раз заметил, Назир, в 5 классе, там, я не знаю, в каком классе. Что такое зенит? Мы все эти вещи изучали. Просто это нужно было аккуратно собрать и показать народу, так скажем. Начнем с того, что такое зенит вообще. Зенит, вообще это арабское слово, нужно сразу сказать. Арабское слово происходит от словосочетания. В арабском языке есть такое словосочетание самтур-рас. Самт – это направление, рас – это голова. Зенит – это направление головы. Это точка над головой. Вот это и есть зенит. Самт, от слова самт и произошло это слово зенит. То есть это, что касается этимологии этого слова. Далее мы называем зенитом, уже позже этот термин немножечко поменял свое значение. Кульминация Солнца в определенный день называется зенит. То есть когда Солнце достигает своей высокой точки, ну, в общем, я элементарные вещи сейчас говорю, все знают, мы говорим, что Солнце в зените. И вот как только Солнце отклоняется от зенита, наступает время обеденной зохр, делк, молитвы. Так вот, и определить линию зенита может любой. Определить линию истинного севера, истинного юга может определить любой. Таким образом, мы устанавливаем шест, наблюдаем за тенью, и все. Как только эта тень смещается относительно этой линии истинного юга или севера, наступает время молитвы. Так вот, я все это сделал, зафиксировал, то есть я следил за временем, онлайн, как говорится, режиме московское время включил на телефоне параллельно. И это было где-то, ну, не прошлый октябрь, а позапрошлый октябрь, 6 октября, вот точно я помню, что в 11:54 уверенно наступало время обеденной молитвы, в то время как у нас установлено на весь год 12:20. То есть разница сколько? 25, более 25 минут. Я считаю, что кому-то это не так важно, а для кого-то это принципиально важно. Для тех, например, для того же учителя, который должен во время большой перемены, например, я не знаю, там на перемене он успеет сделать эту молитву, если время наступило так, а потом начать свой урок вовремя, а не ждать 12:20. Ну, в общем, как восприняли? Восприняли все, почти все, наверное. Согласились с этим. И алимы, и... То есть никто с этим, в принципе, не спорил. Споры возникают в комментариях под этими публикациями. Может быть, это какие-то провокационные, я не знаю. Но хотелось бы, чтобы все-таки хотя бы одно из этих, даже я не могу это называть разногласием, поскольку
не буду называть алимов, к которым я обращался, они со всем этим соглашались. Просто в каких-то целях мне сказали, что вот именно алимы, один из алимов мне сказал, что 12:20 время установлено, ну, для какого-то порядка. Я не стал спрашивать, что там, для какого порядка и зачем, в чем был смысл установить 12:20 на весь год. Но это был ответ алимов, что для какого-то порядка, как он даже сказал, от тебя хаези, а не аларцу. От тебя хаези. Видимо, для каких-то целей это было сделано. Но сейчас уже пора прекращать эти разногласия, мне кажется. И хотелось бы, чтобы хотя бы этот один вопрос дневной молитвы, приняли, решили, и чтобы больше к этому не возвращаться. И скажу сразу, что солнечные часы или же определение времени по тени – это единственный способ проверить правильность астрономических вычислений. Вот были такие комментарии. Зачем нужна эта средневековщина там и так далее? Если современные технологии позволяют с высокой степенью точности, там, я не знаю, там какой-то доли секунды определить там положение Солнца на небе и так далее. Так астрономические вычисления – это что-то закулисное. Простым людям нужно показать четко, так, чтобы это соответствовало книгам, тому, что сказано в вопросе об определении времен молитв в книгах по фикху. Ну вот как-то я немножко растянул ответ. Нет, мне было интересно это все слушать. Я тебе скажу больше. Мы-то сейчас говорим вот о каких-то вот минутах, хотя это очень важно, конечно, разногласий там вот от точного вот как бы вот с твоей позиции до оттеха с другой позиции. Но я вот помню, много лет в нашей маленькой республике было даже такое, что в Назране, к примеру, в Назрановском районе в один день праздновали Рамадан, а в Сунжинском районе, Малгобекском районе в другой день праздновали Рамадан. Такое было время. То есть у нас, допустим, сегодня еще последний день пост, а с Назрани родственники к нам уже приезжают и поздравляют с окончанием этого поста. Даже такие разногласия были. Поэтому то, что ты говоришь, я нисколько не сомневаюсь, потому что все-таки это может быть, мне кажется. А вот ты не интересовался, вот ты сейчас говоришь о ситуации в Ингушетии. А как обстоят дела, допустим, вот в Татарстане, в Москве, в соседних регионах? У них тоже оттеха или там уже более точно это все решается? Ты не интересовался? Честно сказать, я так вот тщательно не изучал, не интересовался, честно сказать, это откровенно. Просто немножечко так вот просматривал, но, по-моему, можно с уверенностью сказать, что там полностью опираются на астрономические вычисления. На астрономические вычисления в принципе, для таких малых территорий, и они показывают, то есть правильное время. Они показывают правильное время, то есть с этим у нас в Ингушетии не должно было быть проблем. Я думаю, что, допустим, в близлежащем, например, в Татарстане я не знаю, но я так думаю, что вообще в исламских странах этот вопрос именно решать на таком уровне этих технологий. Тем не менее, это уже как бы мы другими вопросами занимаемся, да? Потому что вопрос определения времени окончания поста – это одно дело, а вопрос времени определения времен молитв – это немножко разные вопросы, поэтому я знаю, что даже там есть разногласия, поскольку я слышал фетвы больших ученых мирового уровня о том, что в некоторых странах настолько привыкли к этим технологиям, что совсем забыли, как определяются времена молитв. И поэтому возникают ошибки. Например, могут читать или провозглашать время утренней молитвы раньше наступления ее времени.
Это слова великих людей современных. И страны, которые они перечисляют, тоже, как говорится, они отсталые. То есть, но люди настолько... И это плохо. Это плохо. Я считаю, что историю науки должны знать все. Историю науки должны знать все. А пользоваться гаджетами, в принципе, может любой. Поэтому с этой точки зрения солнечные часы – это живая история науки. Как только... интересный случай произошел, кстати, я немножко чуть-чуть, может, не по теме скажу, но когда я с этим макетом вышел на улицу, к друзьям, вот нужно было просто со стороны посмотреть, сколько у них много вопросов возникло. Как о движении Солнца, о движении Луны, не Луны, зенит, не зенит, юг. Огромное количество вопросов. А ведь вопрос – это и есть начало знания. Как говорил Аристотель, или неважно, кто это говорил, это правда. Вопрос. Много вопросов возникает. И поэтому знание есть нечто единое, целое. Я не люблю делить знания на... Это очень условное деление. Шариатское, такое-то знание. Все, что приносит пользу людям, это и есть полезное знание, за которое человек получает награду. То, что я говорю своим ученикам. Это я немножко о другом сейчас, да? Так что, вот, что творится в Татарстане, я не в курсе, не знаю, как там обстоит дело. Есть ли там разногласия и что? Макет, один из твоих макетов, или как это правильно назвать, стоит рядом с башней Согласия. Расскажи коротко, как это удалось закрепить его, через какие инстанции пришлось пройти, или тебе вышли, может быть, с предложением, я вообще не в курсе. Да, я отчасти только смогу ответить на этот вопрос, потому что есть там печальные стороны. Да. Где-то на протяжении 3 лет этот проект реализовывался. К большому сожалению, было очень обидно, когда с этой идеей, в общем, Магас – это город солнца. И как, если не в Магасе, где еще нужно установить эти солнечные часы, так? Город солнца. То есть, поэтому, конечно, не будем говорить о неприятных вещах, а будем говорить о приятном. Это то, что самое такое почетное место перед башней Согласия, да, в самом видном месте стоят эти солнечные часы. Вот. Я был автором этой идеи и произвел все необходимые расчеты. Наклон гномона, вот эти часовые линии, да, какими они должны, где что должно стоять и как должно быть наклонено или должно быть расположено. Но что касается дизайна этих часов и всех остальных вопросов, конечно, этим занимались совсем другие люди. Поэтому мой вопрос – это то, что я решил математическую сторону этих часов. Вот. Не скажу, что они завершены, далеко не завершены, Назир, потому что хотя бы там должно было непременным атрибутом любых солнечных часов является таблица, точнее график, специальный график, называемый уравнением времени, по которому определяется разность между московским искусственным временем и натуральным временем, которое показывает солнечные часы. Вот по этому графику эту разницу можно увидеть. Это один момент. Второй момент, непременный атрибут солнечных часов – это изречение какое-то, изречение. Такое. Разные там изречения бывают. В общем, так что он далек, я считаю, от завершения, но что там еще будет сделано, вряд ли будет сделано. Немножечко обидно, что такой проект, он должно было быть открытие солнечных часов, во-первых, я считаю. В нормальных, цивилизованных местах так делается, то есть сбрасывание вот этого шелковой белой материи с аплодисментами и так далее. В общем, мы видим то, что сейчас там кому-то нравится, кому-то нет, и есть. Там солнечные часы в городе Магас. Ладно. Я думаю, что все-таки
справедливость восторжествует, и в конце концов там будет то, что желает автор, в данном случае ты. И вот второй момент из твоего рассказа, который меня заинтересовал, и почему я решил с тобой связаться, это вот ты сказал о том, что в статье 1 Конституции, в тексте Конституции Ингушетии, где вот описывается закон о флаге, там ты усмотрел нарушение. Ну, ты как математик. И нарушения, я так понимаю, связаны с определением, названиями элементов, которые находятся на флаге, с их позицией, позиционированием, расстановкой. Расскажи, как это было, что ты в этом видишь, как это должно быть правильно. Ну, начну вот с чего. В 2018 году я участвовал в конкурсе «Учитель года», и одним из этапов конкурса был мастер-класс. Мастер-класс мой назывался так: «Введение в этноматематику» или «Как сохранить культурное наследие народа» с помощью математики, да? И вот на одном из этапов я показал на слайде несколько вариантов, где-то было, по-моему, 6 штук вариантов ингушского флага. И предложил публике, то есть зрителям, целый зал, назовите, вот, какой из этих вариантов правильный. Где здесь ингушский флаг? Естественно, все эти флаги имели, это было прямоугольное полотнище белого цвета с зелеными полосами и солярным знаком в центре. Просто солярные знаки были разные, оттенок цветов был разный, формат был разный и так далее. Все указывали по-разному. Очень полное разнообразие выборов. И дальше я все-таки выбрал, это был этап постановки проблем. Конечно, один из этих флагов был отобран, и я сказал, что вот это и является, согласно закону, наиболее подходит под текст закона. Вот. Дальше я начал углубляться в эту проблему, изучил очень тщательно текст закона, конституционного закона о флаге Республики Ингушетия, точнее статья 1. Статью 1, где описывается, как многие говорят, там очень четкое описание. Так вот это все четкое описание я изучил как математик и обнаружил большое количество ненаучных терминов, больше бытовых даже терминов. Мы знаем, что бытовые термины каждый понимает как хочет, а научный термин, он отличается своей однозначностью от других бытовых слов и так далее. Поэтому несколько, как мы уже говорили чуть ранее, несколько противоречий бросаются в глаза. Это то, что, например, солярный знак расположен не в центре, а смещен относительно центра. Но если солярный знак смещен относительно центра, вниз, да, это смещение должно отражаться в тексте закона. Я считаю так. Это государственный документ, и флаг – это государственный атрибут. Поэтому это смещение никаким образом не отражено в законе. Это один момент. Второй момент – это то, что самые такие яркие противоречия – это то, что солярный знак назван словом «круг». Мы знаем, что круг имеет площадь, а окружность является границей. Так где мы там видим круг? Конечно же, никакого круга там нет, поэтому этот термин использован не по назначению, неправильно использован. Если нужно было использовать этот термин, здесь необходимо было все-таки, нужно было сказать геометрическое кольцо, потому что солярный знак имеет форму геометрического кольца. Но потом, дальше углубляясь, где-то приблизительно год я работал над этой проблемой, все это вылилось в книгу, больше 100 страниц,
половина которой посвящена ошибкам нынешнего флага Республики Ингушетия. Самым грубым нарушением, то есть это уже как бы нарушение не совсем математическое, а историческое, скорее всего, это то, что вот лучи солярного знака имеют не совсем правильную форму. Они должны иметь дугообразную форму. Согласно истории, солярные знаки, лучи имеют дугообразную форму. А вот это вот завершение, крючкообразное, даже не крючкообразное, шишкообразное завершение этих лучей полностью противоречит архетипу солярного знака. Это раз. Но до чего же было мое удивление, когда я перешел на сайт официального государственного геральдического реестра Российской Федерации, да, где наш флаг находится под номером 152. И что ты думаешь, Назир? Там совсем другой флаг, там совсем другой солярный знак. То есть тот флаг, который сейчас стоит за спиной главы республики, и тот, что изображен на государственном геральдическом реестре под номером 152, абсолютно разные. То есть я считаю, что это недосмотр, мягко говоря. Недосмотр. И очень подробно обо всем этом я пишу. И вот этот термин, кстати, да, который я очень сильно, высмеивать, конечно, неправильно, не высмеиваю, но я подвергаю его очень жесткой критике. Вот этот термин, который они используют 3 раза в законе, использован термин «незавершенный круг». В науке такого термина не существует. А в законе сказано, что лучи оканчиваются незавершенным кругом. Что это такое незавершенный круг? Покажите нам, что в науке принято под термином незавершенный круг. Такого термина в науке нет. Эти и подобные ошибки я разбираю в книге. Затем, конечно, Назир, нужно решить проблему. Да? А что я предлагаю? Я, конечно, предложил свой проект, как можно все эти ошибки исправить. Но это уже на государственном уровне должно решаться. Я некомпетентен, я предложил свой вариант. Не то чтобы свой, а просто вариант предложил и представил его общественности. Я не знаю, стоит ли здесь говорить то, что был ли я, допустим, подходил ли я с этим вопросом к правительству, да? Будем об этом говорить тоже. Был я у правительства, разговаривал с 1-2 депутатами, именитыми, причем очень уважаемыми, в принципе. Они согласились со всеми моими тезисами. Однако я их понимаю, что сейчас такой период, когда любая критика или как это назвать, любое слово, не так сказанное о каком-нибудь государственном атрибуте, общественностью будет восприниматься с волнением. И поэтому как-то без реакции осталось это мое обращение. Но я ни на что не претендую. Я, как говорится, со своей колокольни показал вам, что есть проблемы, и можно их решить. А дальше мы ни на что не претендуем. И поэтому мне предложили просто показать общественности то, что ты делаешь. Покажи людям, общественности. Поэтому книжка вышла в нескольких экземплярах своим домашним принтером. Я все это, конечно, издал. Книжки читать народ пока так вот нет времени у народа, поэтому я решил снимать по каждой главе этой книги короткие ролики в 3-4-5 минут. И начал их рассылать, и в YouTube есть на канале вот эти все ролики, видео, серии есть уже. Кому интересно, просто может посмотреть, о чем я там говорю. Вот такие дела, Назир. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот под номером 156, да, ты сказал? Вот флаг, который вот на сайте Геральдики, там он правильно стоит? Под номером 152. 152. Да. Там правильно, да, он стоит?
Он же Сам отличается. знак... Он же отличается. Смотри, Назир. Сейчас есть. Ты говоришь, что они абсолютно разные, но они разные, он более ближе к истине или как это? Или тоже там? Он более ближе к истине с исторической точки зрения. Его лучи дугообразные. То есть, если выбирать между двумя этими флагами, конечно, лучше тот, который правильнее, тот, который под номером 152 в этом реестре находится, а не тот, что у нас везде. Надеюсь, там не написано, что вот эти вот дугообразные лучи – это незавершенный круг. Нет, записано, конечно. Там тоже написано, что это незавершенный круг? Да. Потому что, Назир, очень хорошо, что ты мне напомнил про этот незавершенный круг. Ты знаешь, тут какая проблема? Тут же не только математические проблемы, тут еще и филологические. Я общался с филологами и спрашивал у них, как понимается слово «оканчивается незавершенным кругом» или «заканчивается незавершенным кругом». Это, оказывается, разные понятия. Так вот, заметил, что кто как хочет использовать. То есть кто-то говорит, что лучи должны заканчиваться полукругом, а полукруг это вообще третье, уже 10-е, не относящееся вообще к этой теме. Но используют эти, и более того, используют эти термины, не понимая их истинного значения, не простые люди, а именно, я не знаю, там, министры, там, тому подобные люди. То есть они могут сказать, то есть лучи завершаются полукругом. То есть это совсем противоречит тому, что написано в законе. То есть филологические даже ошибки. Поэтому текст закона в Государственном геологическом реестре сохраняется, но этот знак там имеет другую форму. То есть, смотри, Назир, оканчивается незавершенным кругом, это один вопрос. Заканчивается полукругом. Это немножечко как-то, можно сказать, что если оканчивается полукругом, оканчивается незавершенным кругом, это значит, на кончике луча есть что-то вроде не совсем завершенного круга. Да? А заканчиваться полукругом означает, что вот мы рисовали круг, рисовали и не закончили его. То есть заканчивается незавершенный полукруг, пожалуйста. Я год бился над этим, пытаясь распутать этот клубок, Назир. И клубок этот на протяжении 20 с лишним лет накапливались эти проблемы. Поэтому, что я могу сказать? В 1994 году, когда приняли флаг Ингушетии, в принципе, не было с этим флагом проблем. Единственное, что его пропорции были другие, это 1 к 2. 1 к 2. Но в то время и российский флаг был 1 к 2. Но после того, как где-то 90, чуть дальше, да, где-то в конце 93-го, что ли, чуть дальше, короче говоря, когда уже российский флаг тоже изменили его пропорции изменили от 1 к 2 до 2 к 3. То есть сейчас пропорции российского флага Российской Федерации это 2 к 3. И наши тоже решили в 99 году, 17 июля, подогнать пропорции ингушского флага к пропорциям флага Российской Федерации. Наверное, потому что, чтобы он был соразмерным, что ли, чтобы они как-то одинаковые были, да. Тоже наш флаг тоже стал 2 к 3. Ну и по ходу почему-то решили изменить солярный знак. Зачем это надо было делать, я совсем не понимаю. Но скажу, что солярный знак 94 года, до 99 года, который был на флаге, с ним не было проблем. Он был нормальный. Единственное, почему появилось вот это многообразие изображения солярного флага? Почему? Да просто потому, что не была написана инструкция черчения этого флага. И вот что я сделал в своей книге. Я предложил инструкцию черчения солярного знака республики.
на флаге республики. Инструкции черчения отсутствовало. Поэтому, если у вас нет инструкции черчения, то как каждый воспроизводит так, как ему хочется. Рисует там это кольцо и 3 луча. А размеры лучей, их радиус, там, отклонение там, и другие параметры, естественно, не учитывают. И поэтому мы видим, когда множество людей собираются, да, и много флагов ингушских, все они бывают практически разные, эти флаги. И поэтому, видимо, в 99 году решили, чтобы вот этот беспорядок прекратить. Давайте-ка приведем в порядок этот солярный знак. Я так предполагаю, что его отдали графическому дизайнеру, и он его сделал таким вот изящным. Ну, этот значок, что он, в принципе, изящный такой, да, он такой фирменный. Я его называю фирменный значок. Он стал действительно фирменным, но появилось намного больше проблем, чем было раньше. Таким образом, ну, вот такая ситуация. Слушай, на самом деле, я не знаю, вот ты говоришь, что в обсуждении солярного знака в каких-то вот эта тема может быть действительно воспринята как вот некая такая вот злобная критика, может быть, кто-то скажет там в комментариях, кто-то будет писать, но на самом деле ведь это не так. Ты же говоришь, ведь даже это вопрос даже не в том, что вот это неправильно, давайте исправим. Даже не в этом вопрос. Вопрос тут глубже. Потому что когда-нибудь настанет время, когда нужно будет обсуждать это. И тогда станут вопросы: слушайте, ваша республика существует уже десятки лет, неизвестно, когда этот вопрос начнет обсуждать. И вы до сих пор об этом не знали, что ли? Понимаешь? К примеру, что обсуждать? Вот, к примеру, вот давайте конкурс на правильный флаг, герб среди регионов России, допустим, международный какой-то конкурс. И вот мы взяли, вот выставили его туда. Вот смотрите, а у нас вот такой. Ну, давайте мне описание, что это. И вот комиссия какая-нибудь международная читает. Вот у нас тут круг, а здесь оканчивается незаконченными кругами. Это очень интересно. Большое тебе спасибо. На этом я хочу с тобой попрощаться. Это был Ильяс Беков, простой учитель средней школы села Канташева Республики Ингушетия. Ассаламу алейкум. Алейкум салам.